нас делятся на бродячих и сидячих. Бродячие они бродят, они являются хищниками, засадниками, сидящие это сидятники. Ребята только что узнали о том, какие неведомые зверушки водятся в водоемах со стоячей водой. Особенности некоторых из них они уже изучили и даже проиллюстрировали цикл жизнедеятельности существ, которых мы никогда не видим, но живем бок о бок с ними. Для школьников это не просто знакомство с окружающим миром, а настоящее погружение в науку. Возможно, сегодня, здесь и сейчас решается вопрос их будущей профессии. Это на самом деле очень важно, когда люди контактируют с теми, кто любит свою работу. Я всегда об этом говорю. Для того, чтобы выбрать какую-то профессию, нужно проконтактировать с кем-то, кто увлечен своей работой. По-другому это не получится. Ну и плюс надо открывать двери научных учреждений, предприятий, для того, чтобы дети понимали, что происходит за этими дверями, и что на самом деле таит в себе эта наука, эта работа. Старшие школьники, те, что уже начали изучать строение человека, в лагере углубились в изучение анатомии. Вот это печень, вот это 12-перстная кишка, тут желчный пузырь, а это протоки желудочного пузыря. Вот. Молодой человек еще путает печень с почками, но не исключает, что свяжет свою жизнь с наукой. Свою будущую профессию я пока не связываю с наукой, но, скорее всего, буду связывать. В секции ботаники школьники также сделали множество открытий для себя и готовятся поделиться новыми знаниями с помощью вот такого информационного постера. Мне понравилось растение стыдливая мимоза, когда оно закрывается, когда к нему притрагиваешься. Я до этого момента даже не знала, что в ботаническом саду есть, хотя была там очень много раз. В прошлые годы в биологическом лагере участвовали дети из России. Они приезжали в Абхазию специально, чтобы изучить биологическое разнообразие наших широт. Для нас, конечно, для биологов, для ребят, когда мы приезжали в предыдущие годы, это очень необычное биоразнообразие, флора и фауна местная, которая сильно отличается от средней полосы. И, например, ребята, которые ездили в студенческие практики в Подмосковье, они уже там все более-менее изучили. Здесь для них, конечно, очень совершенно другие виды, другие возможности для изучения, для практики. И, конечно, для школьников, например, которые ездили с нами из России в прошлые годы, это, конечно, море, климат, для них это очень все приятно. Сейчас мы приехали, потому что мы решили попробовать такой формат небольшой, короткий, посмотреть, насколько это заинтересует ребят. Оказалось, что действительно это востребовано здесь, и, видимо, мы, надеемся, будем продолжать. В этом году россиян привезти не удалось из-за изменившихся требований к летним лагерям. Но зато нашим детям досталось внимание профессионалов. Все ребята поделились на пары и готовят презентацию своего постера по своей теме. Опыт взаимодействия с аудиторией организаторы называют не менее важным, чем научный. И всему этому школьники учатся прямо в научно-исследовательском институте. Марьяна Котова и Нала Гухава, Абаза ТВ.